Средневековый архитектурный башенный комплекс Гяги-Галыш расположен на отдельно стоящем каменном выступе на берегу горной реки Асы в Джайрасском ущелье Республики Ингушетия. Это первая линия обороны, которая встречала врага на подступах к Таргимской котловине. Родовое гнездо фамилии Гагиевых веками контролировало вход в ущелье. Уникальные строения, возведенные по официальным данным в 16 веке, сохранили фрагменты боевой башни, 4 жилых башен и каменной оборонительной стены. Сегодня объект культурного наследия в центре внимания реставраторов. Работы ведутся по поручению президента группы Сафмар Микаила Гуцериева при его полном финансировании в рамках договоренности с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Реставрация гелыш, дабул бяппох, вала что е. Играл бяппол фуп, тикал шуан барги дейр издием, вай хадя долуж дием, играл мост дела, ти адла цулт айнек, ну бакуш, халу барер ба. Нек бәккай метик ханисия издат ох ауздук то хам чуан гуч бес дием десия ито ауот бе изда халлы лисаш хаяй хант уже бол дабул беждет ко основной болыш бол реставрация гелыш. Состояние комплекса сегодня оценивается как ограниченно работоспособное. Наибольший урон строениям, по данным историков, был нанесен в 19 и 20 веках. Сказались и военные кампании Кавказской войны, и время, и природные факторы, и последствия депортации 1944 года, когда башни оказались заброшенными. Внутри построек завалы грунта и камня, утрачены деревянные перекрытия, лестницы, дверные и оконные заполнения. Yer dihane sasto karto dihan getir ali gader gidadızlar os hansı karto bergi hamda yaqa danisya mettik ya dihan dalulandır. Главная установка перед подрядчиком: никакого новодела, ни бетона, ни имитации, только аутентичность. Камень для кладки не везут из других мест, он лежит здесь же, в руинах. Каждый камень, упавший со стены, должен вернуться на свое историческое место. Это не строительство заново, а возвращение к жизни того, что создали предки. И да, если кто-то утверждает, что средневековые умельцы возводили башни исключительно сухой кладкой, то здесь остались следы известкового раствора. Но han сыпаться долго. А калыр кусок хайца аз архиволог таяннер. Казыл он мыштиер. Че кусок харто хайца чокарто аттиж даже бегансыз. До того плотно болыш, чог болыш. Раствор камбатя гарнистас бадряч. Раствор хандан ге обашны шагло. Ханцычы о радя. Здесь все видно. Раствор был. Ну, раствор он в основном идет именно из местной породы, ергиш. Ваш цена дату ошан, халык кабданулнитер, хаяк из Киреи. Параллельно с реставрацией ведутся археологические изыскания. За столетия многие постройки ушли под землю на несколько метров. Только при расчистке территории можно выявить скрытые под грунтом склепы или целые этажи башен. Проект реставрации разработан петербургской компанией ASM Group. За ходом работ следят технадзор фонда, авторский надзор проектировщиков, а также специалисты Джайраско-Асинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника и комитета культурного наследия. Вся информация фиксируется с помощью фотосъемки и 3D-сканирования. Создается цифровая база объекта. Историки школу осхалбуаз нагнагадиан. Футбол тели есть халидиан. Ер шталдет вешталдет. Анцар хаяниш бестиан. Сбол хабигар тиш дохкиш доктор. Хабеки те хажи бог может бу футбол конкретно выяснять деждиан. Царца борт болуждиан. Штабезлат бог. Для ингушского народа башни не просто камни, это главный символ идентичности. Само название ингушей Галгай переводится как «строители башен». Каждый тейп знает свою родовую башню и считает долгом сохранить ее для потомков. Восстановление Гяги-Галыш – это возвращение подлинности исторической памяти. Не стилизация, а точная работа с оригиналом. Башни стоят веками, задача нынешнего поколения сделать так, чтобы они стояли и дальше. Адам Мережков, Мухаммед Героев, Магаз 24.